Другим темам сельхозники поселка Ежанцы Усть-Майского района подвели итоги года. По данным специалистов отрасли, заготовленного за сезон сена для зимовки скота хватит. Особое внимание на местах в районе, как и в целом по республике, уделяется сохранению поголовья. Из Усть-Майского района наш корреспондент Тамара Коновалова. Село Ежанцы – одно из тех, что занимается овощеводством, разведением крупного рогатого скота. Сельское хозяйство, которым уже давно занимаются люди, исторически сложилось как подсобная отрасль для обеспечения населения не только самого поселка, но и района в целом свежими овощами, молоком, мясом. Однако, как и везде, есть свои трудности. Это было очень трудно. Во-первых, как все вы знаете, что у нас было большое наводнение. В этом году мы приготовили 889 тонн, план не выполнили. Так, заявки дали на сено 32 тонны, сенаж 50 и 5 тонн. На зиму хватает сена? На зиму, если вот заявкой дали на покупку кормов, то у нас договор с Чапанде Бегатинцы. А если это придет, это комбикорм все наш. Будет это, нам нынче хватит сена. Сегодня в наследии Ежанца 6 хозяйств. Одно хозяйство ликвидировано. Идет понижение поголовья крупного рогатого скота. Причина этого вовсе не в желании людей заниматься сельским хозяйством. Это связано с тем, что отсутствие племенного быка, ассенизаторские работы не проводились в прошлом году. И, то, что вот наводнение было, затопило сенокосные угодья, то есть кормозаготовка не позволяет, да, поэтому идет такое сокращение, над этим надо работать, сохранять и тем более увеличивать поголовье КРС. Со своими проблемами жители обратились к главе района. Сегодня сельскому хозяйству уделяется большое внимание, идет поддержка с республики. Выделяются различные субсидии на земли, скот, транспортные расходы. Поэтому главное остается в руках тех, кто действительно хочет заниматься сельхозпроизводством. Тамара Коновалова, Владимир Таюрский, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский область.